Это новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы выпуска. Айсан Николаев выразил недовольство работой ответственных структур и ведомств по выявлению и тушению лесных пожаров. 40 спортивных команд уже аккредитованы к играм «Манчары». Для удобства и безопасности участников начал работу специальный сайт мероприятия. Турция снова открыта. Много ли желающих и какие основные требования для россиян выдвигает принимающая сторона? Глава Якутии Айсан Николаев 22 июня в ходе оперативного заседания Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям по лесным пожарам выразил недовольство работой ответственных структур и ведомств по выявлению и тушению лесных пожаров, возникающих на территории региона. Региональным профильным структурам необходимо оперативнее реагировать на возникающие лесные пожары. Ждать, пока они достигнут нескольких сот гектаров, а потом начинать их тушить – это прямой путь к неэффективному использованию ресурсов, сил и средств, приводящий к увеличению количества пожаров и площади территорий лесного фонда, пройденной огнем, подчеркнул глава региона. Айсан Николаев отметил, что в связи с установлением на территории республики очень жаркой сухой погоды до плюс 35 градусов, что влечет угрозу быстрого увеличения количества лесных пожаров, он подпишет указ об объявлении в лесном фонде республики режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Коллеги, ситуация крайне опасная, чрезвычайная, так и только применение новых на самом деле методов, оно способно сегодня какие-то переломы вносить. При том режиме засушливого лета, которое сейчас у нас конкретно по всей части республики практически проявляется. Далее я прошу, Дмитрий Ильич, постоянно, опять же, держать на контроле ситуацию по районам, чтобы районы у нас тоже быстро реагировали, быстро принимали соответствующие решения. На территории Хангаласского улуса решением КЧС от 6 июня сего года введен особый противопожарный режим. 22 июня уровень пожарной опасности снизился до класса 2, сообщает природный парк Ленские столбы. В соответствии с этим было принято решение снять запрет на сплавы по реке Ботома. Администрация парка приглашает тех, кто давно мечтал о сплаве. Можете смело собирать свои рюкзаки и взять хорошее настроение с собой. Мы ждем вас, говорится в сообщении. С июля этого года на территории ряда районов Якутии начнет работу единый цифровой сервис жителя Якутии. В настоящее время дополняется информация по льготным категориям населения и услугам, которые можно будет получать по карте. С учетом федерального и регионального реестров был разработан справочник льготных категорий населения, которые будут пользоваться услугами с использованием социальной карты жителя Якутии. Чтобы упростить процесс получения социальных услуг, карта интегрирована с базой данных автоматизированной системы «Адресная социальная помощь». С 1 июля в пилотном режиме карты будут выпущены в городах Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Мирный, а также селе Бердигистях. До конца этого года проект будет реализован на всей территории республики. За необоснованное повышение платы по ЖКУ исполнителей услуг будут штрафовать. Соответствующий закон вступил в силу вчера. В жилищном кодексе уже предусмотрена ответственность за нарушение порядка расчетов перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. За это исполнитель услуг должен уплатить жильцам штрафы в размере 50% величины превышения начисленной платы. Однако ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома или его части до сих пор законодательно не была урегулирована. Изменения в статью Жилищного кодекса ликвидировали этот пробел. Пляж Якутска загрязнен органическими веществами. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования. На сегодня предприятие «Городские бани», которое будет обеспечивать работу пляжа в этом году, еще не получило разрешения на его открытие. Также лабораторный мониторинг проводится из 11 водоемов. Не соответствуют нормам по микробиологическим показателям купания в районе Ботанического сада в озере Нытыкюель, озере Сергелях по Сергеляхскому шоссе, в районе детского лагеря Родничок. Из городского пляжа были повторно отобраны пробы воды. Результаты исследований станут известны в течение текущей недели. Кроме того, власти города ожидают рекомендаций Роспотребнадзора по проведению мероприятий для профилактики коронавируса. Россия с сегодняшнего дня возобновляет пассажирское авиасообщение с турецкими курортами. Решение принято из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции на фоне переполненности черноморских курортов России. Региональные турфирмы уже начали оказывать продажу туров в этом направлении.
Много ли желающих и какие основные требования для россиян выдвигает Турция? В материале Ульяны Шагиной. Супруги Постниковы еще с прошлого года мечтают провести свой долгожданный отпуск на золотых пляжах Турции. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в семейные планы, но границы открылись, а это значит, мечте суждено сбыться. Ну вот, с детьми, наконец-то, вот, в Турции собираемся. Билет на какое число? Купили уже путевки? Ну вот, договариваемся сейчас, как получится. Ну, в середине где-то июля. Пока из России можно полететь в 4 туристических города Турции. Это в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан. Якутские турфирмы отмечают, что желающих очень много, но в приоритете, конечно же, туристы с депонированными путевками, которые купили их еще в прошлом году, но из-за ковида так и не смогли ими воспользоваться. Туристы, которые с прошлого года депонированы, они, получается, просто у них тур по старому курсу, по старой цене переносится на этот год, на те же самые даты, в тот же самый отель. Поэтому они ничего не доплачивают. Первые туристы уже когда полетят у вас? Именно от нашей фирмы уже с 1 июля вылетают в Турцию. Напомним, границы с Россией были закрыты еще в середине апреля, когда в Турции фиксировался пик заболеваний ковидом свыше 63 тысяч заболевших за сутки. На сегодняшний день эпидобстановка стабилизировалась, так что турецкая сторона с нетерпением ждет россиян. Ну, здесь никакой паники нет, все очень спокойно, все готовы к встрече туристов, отели прошли всю сертификацию, закрыты еще бары, рестораны, торговые центры, магазины. Но туристов это не распространяется, повторюсь, можно ходить, гулять везде спокойно. И с 1 июля уже снимаются абсолютно все ограничения. Конечно же, без выполнения определенных условий в Турцию не попасть, они прежде всего связаны с требованиями по недопущению инфекции в страну. Необходимо предъявить документы, то есть сертификаты о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, либо же сертификат о наличии вакцинации. Если этих документов нет, то все лица старше 6 лет должны предоставить отрицательный ПЦР, либо же экспресс-тест на антитела, сделанный не менее чем за 48 часов до въезда в страну. Кстати, риски по ковид теперь включены в страховки для туристов, вследствие чего по сравнению с 2018 и 2019 годами стоимость путевок увеличилась на 10-20%, отмечают в турагентствах. Так, средняя цена только за недельный отдых в Турции, не включая перелет, будет составлять от 40 тысяч рублей на одного отдыхающего. Ульяна Шагина, Александр Нестеров, Якутск. Тем временем 40 спортивных команд уже аккредитованы к играм Манчары. Так, из горного Улуса представлено 2 команды. Процесс аккредитации еще не завершился, он продолжится до конца этого месяца. Условия таковы. Представитель Улуса составляет список спортсменов, регистрируется, получает логин, пароль к сайту и вносит данные в интерфейс. После оформления всех участников каждому выдают официальный бейдж с фотографией. В этом году аккредитация впервые идет в электронном виде, что очень удобно и безопасно в связи с нынешней эпидситуацией. Сейчас через сайт более нам удобнее, потому что мы работаем через сайт, но самое главное, чтобы сайт нормально работал. Из-за этого зависит наша работа. Что быстрее, если сайт зависает, то наша работа тоже замедляется. А до этого мы работали не через сайт, но нам отправляли через электронную почту списки и это самое, фотографии. Но сейчас они сами регистрируются. В узбекском городе Хива завершился первый этап Кубка мира по масс-рестлингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 стран. Всего же на помост вышли 197 масс-рестлеров, включая 59 спортсменов в категории «Молодежь». По сообщениям организаторов, соревнования прошли в 14 весовых категориях. И из-за жаркой погоды схватки проходили в вечернее время. Некоторые поединки длились вплоть до 2:30 ночи. Российская сборная представила 21 спортсмена. В состав команды также вошли 10 якутских рестлеров. Наш лидер, капитан команды Павел Черноградский, не дал никому нет шансов. И Наталья Черноградская тоже очень хорошо выступила. Дима Нестроев показал силы воли. Кыргызстанские команды выставили весовую категорию 64 сильнейших спортсмена. Всех выиграл.
21 день веселья. В Нерюнгри прошло открытие первой смены детского оздоровительного лагеря «Мужество». Вот уже на протяжении 40 лет, за исключением прошлого лета, оздоровительный лагерь распахивает свои двери для нерюнгринских школьников. Сегодня мы в лагере «Мужество». У нас здесь идет концерт во время открытия лагеря. Снимаем. Веселый смех, радостные возгласы, песни и танцы. Именно в такой дружной и непринужденной атмосфере прошел день открытия детского оздоровительного лагеря «Мужество». Здесь очень хорошо, это лучше, чем дома, за компьютером. Родители даже радуются за нас. Мне нравится в лагере, потому что здесь очень много хороших ребят. Мне нравится в лагере, потому что здесь очень добрые вожатые. В лагере мы все уже сдружились, готовим на данный момент интересные мероприятия. Знаменательно, что первый сезон был официально открыт в день летнего солнцестояния. По-летнему теплая погода благоприятствовала мероприятию, посвященному лету, дружбе, солнцу и самим ребятам. Одним из главных моментов праздника стало поднятие флага лагеря под гимны России и Якутии. Наша держава, Россия любимая, наша страна. За первый сезон в летнем лагере отдохнут 350 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Воспитатели и вожатые приготовили для ребят много интересных занятий и развлечений. В этом году у нас распланировано путешествие во времени. Очень интересно то, что ребятам представится возможность самим выбирать, в какое время они отправятся, какое путешествие они выберут и чем это все может даже закончиться. Поэтому я считаю, что будет очень интересно, ребята все очень довольны. На территории лагеря площадью около 30 тысяч квадратных метров расположены 6 корпусов, клуб и столовая. У детей в лагере трехразовое питание. Меню просчитано по белкам, жирам и углеводам. В лагере работает медпункт, где дежурят фельдшеры, которые наблюдают за состоянием здоровья детей и не только. Это контроль за санитарным состоянием корпусов, проверка температуры, проверка дозрежима. Также смотрим санитарное состояние столовой, пробы выставляем. Уже на открытии лагеря чувствовалась та дружная атмосфера теплоты, доброты и взаимопонимания, которая сопровождает, по словам организаторов, их подопечных всю смену. Ключевую роль в этом играют педагоги и вожатые, любящие свою работу и, конечно, детей. Их главная задача – организация полезного, занимательного и веселого досуга ребят. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу пока все новости. О развитии событий мы расскажем в следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь.